Всем привет, с вами Фатима Якубаева, юрист проекта «В рамках закона». Как вы знаете, мы ведем работу по разъяснению различных политических событий, влияющих на законодательство Кыргызстана. И сегодня мы с нашим гостем хотим разобраться, что нам уготовила новая Конституция в отношении формирования и деятельности парламента. Сегодня у нас в гостях Дастан Бекешев, депутат Жогорку Кенеша. Спасибо, что пришли. Спасибо вам за то, что пригласили. Дастан, вы уже не в первый раз избираетесь, и в вашем био в социальных сетях написано, что вы опора, надежда нации и опора государства. Почему вы выбрали такое био? Вообще, это прикольно же био. Но в 2019 году я был в Грузии, и я просто историю рассказываю, как это вообще появилось. И я сидел с кошкой просто на корточках, сел с кошкой, и меня сфотографировали. И думали, как же эту фотографию подписать, как же подписать? И мы с другом думали, а потом решили подписать. Давай, он говорит, опора государства. Я говорю, нет, чего-то не хватает. Я говорю, давай напишем надежда нации. И он такой, и опора государства. Вот так родилась этот прикол. И, в принципе, я думаю, ничего страшного в этом нет. Да, как такая своеобразная самоирония. Да. А если бы без самоиронии, что бы вы сейчас написали в своем био? В своем био? Я как-то сразу так не задумывался, честно скажу. Вот. В био, не надо же писать. Я раньше писал, я помню, писал. Депутат парламента, там, Жогорку Кенеша, Кыргызская. Это же скучно. Вот. Поэтому я решил поменять свое био. Ясно. Хорошо. Мы, кстати, готовясь к этому интервью, решили записать видео с прохожими, что они о вас думают, какого мнения, знают ли вас. И мы готовы вам сейчас это воспроизвести. Давайте, интересно. А вы знаете, кто такой Дастан Бекешев? Да, это депутат наш, очень популярный. А вы знаете, кто из наших политиков является надеждой нации и опорой государства? Дастан Бекешев. А кто из нынешних депутатов вам больше всего нравится? Дастан Бекешев? Не, меня не подкупали, но правда так. А что думаете про Дастана Бекешева? Я думаю, он достаточно справедливый человек и вообще молодец и делает много для страны. И получается, если сравнить его с другими депутатами, то, насколько я знаю, он не имеет личного автомобиля своего по сравнению с другими депутатами, которые ездят на Лексусах 570-х. В общем, я думаю, он молодец, красавчик. 못 들면 지는다 사회사정한다 이면 좀. Дастан Бекешев? Я вообще, я первый раз, мне на слуху это фамилия, имя на слуху, но я вот его что-то не припомню никак, честно говоря. Это депутат, вроде бы, который выступает, я не знаю, за права, я не знаю, инвалидов или нет. Он вроде бы слепой, да? Мне кажется, это его как бы квота вместо Жогорку Кенеши, так что выступать за права людей с ограниченными возможностями, может быть. А кто из нынешних депутатов вам нравится больше всего? Сложно сказать. Сложно сказать. Мало кто, наверное. А что про Дастана Бекешева знаете? Я знаю то, что он очень открытый человек, когда идут заседания. Он также открыто говорит о ситуации в стране. Любит также аргументировать хорошо. У него всегда есть факты. Например, во время принятия закона или вроде бы во время обсуждения закона насчет цензуры. Мне кажется, он там тоже как-то очень активно участвовал. И, в общем, во всей ситуации, мне кажется, он пытается как-то свое мнение высказать, в том числе и мнение народа, я так сказала бы, кто адекватно еще думает о ситуации в государстве. Дастан Бекешев, пускай он не ворует. Итак, давайте обсудим одно из последних нашумевших событий и одно из самых скандально известных законопроектов за последнюю сессию парламента. Это законопроект о фейках. Вчера многих расстроила новость, что большинство депутатов парламента проголосовало за этот законопроект, хотя относительно недавно он был отклонен. Можете, пожалуйста, рассказать, как так произошло
И на что можно сейчас рассчитывать? Депутатов попросил президент, и после этого многие поменяли свою позицию. А когда попросил? Я вот точно не могу сказать, но я заходил позавчера, буквально во вторник, к президенту, я с ним разговаривал и пытался убедить в том, что технически это очень сложно реализовать. Мгм. Я скажу откровенно, что я действительно постарался его убедить, но не получилось. А, Он видит немножко ситуацию с другой стороны. Он говорит то, что, ну, вы же сами говорите, что вот фейк это плохо, да, там. А почему вы сопротивляетесь? Вы же сами говорите, фабрика троллей это плохо, там, у кого-то еще есть там. Я говорю, конечно, это очень плохо, но этот закон, он не будет бороться с фейк-троллями или там, я не знаю, фабрикой троллей. Этот закон будет помогать власти, и я откровенно даже президенту сказал, он будет полезен для вас, он будет полезен для меня, если я буду дальше оставаться депутатом. Почему? Потому что я всегда могу влиять, или он может влиять на государственный орган, который будет принимать решения и определять, эта информация достоверная или недостоверная, ложная или не ложная. Поэтому для простого гражданина этот закон никакую пользу не несет. Я даже так и сказал, что если обычный гражданин обратится в госорган, госорган, у него ни сил, ни средств не хватит, чтобы обратить внимание на проблему гражданина. Даже если в отношении него льется там поток лживой, самой, я не знаю, там, фейковой информации. Ну, то есть вот эти механизмы, которые и так в законодательстве существуют по защите там, права на доброе имя, там, подача иска в районные суды о защите чести и достоинства, это не находится эффективным. Ну, то есть считают, что это недостаточно? Оно эффективно. И дело в том, что у меня даже кейсы были, когда в отношении меня я тоже и президенту сказал, вы поверите, про меня очень много тоже фейков там вот ворует, у инвалидов дома отбирает. Ну, это же фейки же все. Ну, я говорю, ну что поделаешь, будут писать, завистники будут писать, ты публичное лицо, про тебя будут всяко писать. Кто-то недолюбливает, кто-то пришел решить свою проблему личную и не смог решить, естественно, он будет там походить писать. И к этому нужно относиться нормально. Но этот инструмент, он абсолютно не сократит у нас количество фейк-информации. И даже наоборот, возможно, он поспособствует распространению официальной фейк-информации. Вот вы сейчас упомянули, отвечая на вопрос, что вы относительно недавно заходили, то есть позавчера, к президенту и пытались его переубедить. По сути, это действительно ли было позавчера? Потому что есть информация, что 21 июля в резиденции, в государственной резиденции, так было собрание депутатов, и Мы там обсуждали обсуждался выборы, и, вопрос. возможно, там под конец этот вопрос ставился, но я уже там, мы больше выборы обсуждали. То есть не обсуждался этот вопрос именно Нет, о фейках? нет, Там президент там- не убеждал Нет, депутатов? Нет, там такого не было. Мгм. А это правда, что вы похожий законопроект сами когда-то инициировали? Ну, опять же, это тоже из области фейка. Дело в том, что я инициировал вообще, ну, вы как юрист наверняка поймете сейчас меня, и есть такой институт медиаполиси, Мгм. они тоже знают, что то, что говорят, аналогичный законопроект, инициированный Бекешем, это тоже фейк. Почему? Потому что они этот законопроект читали, они критично, конечно, к нему тоже отнеслись, но законопроект касался порядка исполнения судебных решений, вынесенных в порядке гражданского судопроизводства по делам, связанным с защитой чести и достоинства. Я приводил такие примеры. Ну, допустим, вот вы подали в суд, да, на то, чтобы защитить, ну, свое доброе имя. А какая-то газета, условно, там, перепечатала информацию, вы подали в суд на газету, пока судитесь, эту информацию берут, ну, еще 15 уже там интернет-ресурсов перепечатали. У вас уже судебное решение вынесено, вы идете к судебному исполнитель говорит, я не могу этих 15 прекратить, ну, приостановить эту информацию, потому что у вас в судебном решении написано «газета». А я предлагал, что если информация сама признана ложной,
или не ложный, соответствующий не соответствующий действительности, то она должна, естественно, она должна распространяться, это судебное решение распространяться должно на любые источники, откуда бы они ни исходили. Потому что иначе какой смысл? Ты должен что, подавать каждый раз 500 раз и доказывать свою, свою правду, что ли? Ну а Вот. право применения, если бы такой законопроект был принят, он не был бы идентичный как с законом о фейках? Нет, он не был бы, потому что это касается судебных решений. Судебных. Да, конечно, безусловно, только судебных решений. А сейчас же закон — это досудебный порядок решения проблем, да, так сказать. Причем как это происходит? Вы, допустим, прочитали про себя где-то что-то плохое, вы пишете, я не знаю, в какое-то министерство, может, это ГКНБ будет уже, может, это будет Министерство внутренних дел, я не знаю, что там будет. Вы пишете на, значит, пользователя в Фейсбуке и говорите, вот этот товарищ пишет про меня плохое. Они, специалисты, берут, изучают, потом выносят решение, которое должно быть в течение 24 часов исполнено провайдерами. А как провайдер заблокирует Facebook? Технически как это реализовать? И потом, как сотрудник госоргана, я понимаю, судебный орган тоже госорган, но хотя бы про судебную власть написано, что она хотя бы независимая, да, типа, а сотрудник министерства, ну какого? Он же полностью зависимый, у него все должностные инструкции, у него будет поручение исполнить, там, президент ни в чем не виноват, он самый лучший у нас в мире. И все, будет такое решение. Да. А что, вы думаете, не будет? Вот интересно, какие нас вот на самом деле будут ждать последствия от принятия этого законопроекта? Как вы думаете? Последствия, я думаю, будут плачевные. Я не думаю, что, конечно, в ближайшее время прям все и всюду все его ощутят, но это же как это, знаете, вот если ты построил дом и ты начинаешь потихонечку его разбирать, он рано или поздно рассыпется, да? Мы называли себя островком демократии. Нет, никакого уже островка демократии нет. И это еще один гвоздь в крышку гроба под названием демократия, да? Вот, и потихонечку это просто ущемляется, по чуть-чуть, там, тут у вас отбирают свободу. Вы это вроде не замечаете. Сегодня вы выходите на улицу, дышите, вроде классно, да? Все, погода классная там. Ну, бах, где-то вы что-то сказали там про президента, и все, и, пожалуйста, у вас возникают проблемы. Наряду-то вот с этим законом-то проходят другие законы же там о контроле финансовых потоков некоммерческих организаций, да, о том, чтобы заставить операторов сотовой связи и провайдеров помочь Министерству цифрового развития установить специальное оборудование, которое позволило бы отслеживать всех граждан. Все это же по ходу же все параллельно идет. Если рассматривать просто в контексте одного закона, конечно, как будто бы там вроде такой проблемы нет. Но надо смотреть политический наш контекст и что происходит. Ну вот если в купе, да, смотреть вот всех этих законопроектов, которые вы перечислили, если они будут приняты, то по сути мы можем предположить... Они уже приняты, считать. То есть то, что президент выступит как больше нотариусом вашего решения? Нет, я думаю, парламент здесь нотариус просто. Ну да, нотариус, понятно. И, к сожалению, да, это на самом деле печальная ситуация, когда парламент становится нотариусом. По сути, утверждает какие-то уже документы, которые ранее были подготовлены. Вы не находите, что это очень печальная ситуация? Ну, как сказать, во всех авторитарных странах так и происходит. В принципе, парламент, он как декорация, ну, как придаток, который должен существовать, потому что он существует во всем мире. И, ну, знаете, это может привести и приводит уже к тому, что вот ко мне сейчас многие граждане обращаются, пишут, да, пожалуйста, устройте мне встречу с президентом. Я говорю, слушайте, обращайтесь к президенту непосредственно, у него там 100-500 помощников, да, я не помощник президента, да. То есть люди уже, граждане, понимают, что многие вопросы завязаны на президента, но достучаться до него они не могут. Ясно. А вот вы упомянули, что парламент становится декорацией в авторитарных странах, и такое же ждет Кыргызстан? Уже? Уже. То есть можно сказать, что Кыргызстан авторитарная страна? Я думаю, да. А как давно? Я так думаю, уже, если говорить не по закону, то, я думаю, уже после января. А если говорить прям по закону, я думаю, с принятием, да, если юридически рассуждать, то с принятием новой Конституции с 5 мая 2021 года. Ясно.
Говоря как раз-таки о новых изменениях, новые кодексы недавно были опубликованы, идет Мгм. тоже обсуждение, изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, Конституционный закон о прокуратуре. Как вы можете прокомментировать эти изменения, на что они направлены и будет ли это улучшать состояние в Но стране? это шаг назад, Мгм. это откат. Мы возвращаем всю практику, которая существовала до 2017 года. Я не скажу, что вот сейчас пока действующая редакция Уголовного кодекса и вообще уголовное законодательство, она идеальна. Нет, там тоже грехов очень много. Но я не успел даже прочитать Уголовно-процессуальный кодекс. Ко всем другим кодексам я дал свои предложения, и очень много. Я очень рад, что 50% хотя бы из них были приняты. Это уже как Это победу какие, воспринимаешь, да, например? там. Но убрал по некоторым статьям, там, такие как арест там, на 5 суток, да, Мгм. единственное, к сожалению, мне не удалось убрать его из мелкого хулиганства. Я вот настаивал прям, но у нас прокурор очень хорошо повлиял на депутатов, и там мало кто услышал эту проблему. Вот. В части чего? Что повлиял, что он сказал, надо все-таки на 5 суток людей Да, сажать? тех мелких хулиганов. А я говорю, мелкие хулиганы обычно становятся это вот те, кто не слушается милиционеров, да, их пожелания, их прихоти не исполняет, а это девушки, как правильно сказать, сейчас я могу ошибиться, Работницы коммерческого секса? коммерческого секса, Мгм. да, вот. И они не исполняют их поручения? Ну вот, если не исполняют, будут мелкими хулиганами, будут сидеть 5 суток. Но так есть же другая статья. Неповиновение законным требованиям сотрудника органов Я там внутренних дел. санкцию снизил, Ага. и слава богу, а то предлагали тоже 5 суток, я предложил штраф. М. Вот. Мгм, То мгм. есть какие-то, вот я говорю, предложения такие прошли. Ясно. Ну, будем надеяться, что все-таки в сторону большей декриминализации и гуманизации уголовного права хоть какие-то изменения будут. Вот по детям, к сожалению, мои предложения, ну это и правозащитники давали, и я давал. У нас сексуальное насилие в отношении детей, оно как-то уже гуманизировалось вот с Мгм. принятием новых кодексов, что не есть хорошо на самом деле. М. Мгм. Да, надо будет и изучать и все-таки больше погружаться в эту тему, потому что критика со стороны адвокатского сообщества Да, тоже это же, была. понимаете, это же глупость самая настоящая. Ну, что такое? Вот сейчас переписали новый закон. Опять следователям, прокурорам, судьям, адвокатам все это по новому учить. Да, ну Мы ничего. живем в каком-то непостоянстве, понимаете, когда ты не можешь за что-то зацепиться. И отсюда возникает правовой нигилизм. Отсюда люди перестают верить в законы. Вот у любого человека, даже вот вы как про меня сейчас сделали опрос, спросите, как вот они относятся к нашим законам, граждан. Мгм, мгм. Да это бумажка. Многие понимают, что если у тебя есть деньги, ты сильнее закона. Вот Увы, вот к чему это приводит. И люди уже стопроцентно в это верят. И, соответственно, завтра, если появится альтернативная сила этим законам, они будут верить этой силе. А она уже потихонечку появляется в виде религиозных различных групп. Да, есть такие элементы, но при этом сейчас заявление о большинстве, что большинство пойдет за какими-то другими силами, тоже же, наверное, громкие. Ну, в любом случае, по поводу правового нигилизма, тут я соглашусь с вами, что многие воспринимают законы как форму, а не как содержание. Да. И получается, что можно нарушать. Особенно это тоже, например, актуально и в регионах, и в городах, когда люди знают, что там, условно, налоговый инспектор или таможенник не платит сам же налоги, и они тоже не хотят платить налоги, сдавать единую налоговую Ну, это же декларацию и так справедливо. далее. Но они считают, что это справедливо. Но Это на самом справедливо. деле... Если налоговик не платит налоги, почему должен налогоплательщик платить налоги? Да, но при этом каждый же сам за себя, на самом-то деле. нет, Ответственность, нет. она всегда индивидуальна. Нет, у тех, кто работает на государственной службе, у них ответственности гораздо больше, чем у простого гражданина. Вот именно. Потому И... что пример-то с них берется. Но разве это правильно брать пример с них? Это неправильно, но это коррелируется в любом случае. Хочешь ты того, не хочешь. Если депутату позволено нарушать правила дорожного движения, Мгм. любой гражданин, который увидит, что его не штрафуют, он тоже подумает, а почему этому можно, а мне нельзя? Согласна. И это не есть хорошо. И это никто не говорит, что есть хорошо, но так оно будет происходить. Но если мы не будем это обсуждать, критиковать и другую Мы точку должны это зрения критиковать. повышать, Но мы должны Но это повышать, одними правовую культуру. обсуждениями мы эту ситуацию не исправим. Одними обсуждениями. Пример должна подавать наивысшая власть, руководство должно подавать. Если оно говорит,
соблюдайте законы, в первую очередь оно должно само соблюдать законы. Если власть хочет, чтобы люди слушались закон, да, там нормы закона, да, исполняли нормы закона, то они не должны часто эти законы менять, потому что людям не за что будет ухватиться и нечего будет исполнять. Они будут просто не понимать, что происходит. Сейчас что вот? Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Многие ли, ладно, я не буду про простых граждан говорить, многие ли адвокаты прочитали эти кодексы? Новые проекты нет, или конечно. поступившие в силу? Проекты. Проекты я за всех не могу сказать. Вот, да, я думаю, большинство не читало, поверьте, вот особенно в регионах, и они же вот-вот вступят с 1 сентября в силу. Но как это было и в прошлый раз, в Но в 2017 прошлый году раз было нет, 2 года. нет. Было 2 года, переходный период. То есть 2 они все года вступили давали. в силу Да. с 1 января 2019 Да, года. эти время кодексы. же давалось. Да, Ты и мог было открыть, куча почитать, тренингов. там Было мог. куча тренингов. Да, а сейчас этого не будет. С 1 сентября вступает в силу. Все. Понимаете, вот вы ведете судебное дело, клиент ваш там вроде бы думает, все нормально. Вы завтра Можно со выходите. следствием договориться. Да, Мгм. вы ему выходите, слушай, у нас тут уголовный кодекс поменялся, теперь тебе грозит не 5 лет, а 10 лет. Мгм, И мгм. как это будет? Да, но тут же еще важен такой момент действия закона во времени. Если ему обвинение было предъявлено в момент действия, скажем так, нового, старого или нового я вам кодекса. условно говорю, да, Ну то, да. что таких сюрпризов может быть. Ну да, может там, я утрирую, но может быть там примирение сторон отменили. Нет, Условно. не отменили. Нет, я говорю по какому-то делу, да, там условно. Да, ну то есть, конечно, примирение Условно недопустимо. досрочно какое-то, может, Да. отменили, да, Например, там, по какой-то категории дел. По Я про преступлениям это. публичного характера там примирение невозможно, прекращение тоже невозможно. Ну там геноцид, экоцид, там это, конечно, само собой. Ну, сейчас вообще разделили только публичный и частно-публичный, все. Мгм. Ну вот пока действующая редакция, это частно-публичное Да, и ну публичное. это вы помните ту старую теорию, сейчас все по-новому будет. Но Вот. ничего, мы переучимся. Мы-то с Опять-таки, вами, да, а вот как другие. но все-таки я верю в сознание каждого человека, в индивидуализм, что если... И это очень медленный процесс, я согласна, эволюционный. Вы можете сейчас удивляться моей наивности, но на самом деле... Удивляюсь наивности, потому что ликбез, даже при наступлении Советского Да, это Союза, очень долгий процесс был. он проводился где-то даже принудительно. Я знаю, да, Да. принудительно, независимо от И людей возраста. принудительно просвещали, понимаете? И да. А как ты сейчас будешь людей просвещать, когда, ну, не знаю. Но все-таки сравнивать, что было условно 100 лет назад, вот эта принудительная программа, которая началась, и сейчас, когда другой век технологий, И что? доступ к информации, И что? распространение. Нет, есть разница. Нет, Среда другая. Нет. 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 Вы говорите про интернет, что он стал доступным? Не только. Вы понимаете, каждый использует этот интернет, понимаете? Вот, допустим, большая часть использует интернет, просто они сидят, читают что-то или какие-нибудь там тупые видео смотрят, да, там. То есть многие не используют его для самообразования. Но опять-таки вы говорите о многих. А изменения, не хочется там цитировать различных политиков, но изменения-то делает не большинство. Я согласен с сами вами. знаете. Это я прекрасно знаю. Поэтому в любом случае, даже если меньшинство придет, образованное, компетентное, ей придется заниматься просвещением, причем Конечно. в каких-то частях принудительным просвещением. Да. Вот. Интересная тема, но мы немножко отошли Да. в сторону. И говоря о избирательном законодательстве, также это законодательство претерпевает изменения. И не могли бы вы рассказать именно вот этом о двухуровневой системе, которая будет, да, скажем Нет, так, ничего параллельной? двухуровневого. Тут, Ну, смотрите, параллельной, да, можно у выразиться. нас 90 депутатов будет, 36 мандатов отдаются... 35. 36. 36. Мгм. 36 будет у нас депутатов от одномандатных округов. Мгм. Это что значит? Это когда гражданин пойдет выбирать не партию, а непосредственного кандидата в своем районе. Причем Мгм. гражданин в этом районе должен проживать не менее 3 месяцев до дня голосования. Не Так, меньше. То есть мгм. какой-то ценз такой есть. Мгм. Но вот что плохо, партии тоже могут выдвигать таких депутатов, то есть они скажут, вот, допустим, Дастан Бекешев от партии такой-то, вот, партия за меня там будет закидывать деньги и так далее, и так далее. Вот что плохо, я пытался разделить, но не захотели. То есть, если ты хочешь стать депутатом от одномандатного округа, ты можешь сам себя выдвинуть, либо тебя может выдвинуть партия. А
54 мандата или места в парламенте отдаются политическим партиям. И как теперь политические партии будут формировать список? Так же, как и раньше, они на съезде будут утверждать список из 55 или 54 кандидатов. А когда будут в день голосования избиратель придет уже на выборы, он получит 2 бюллетеня. Один по одномандатному округу депутата у себя в районе, а другой он получит двойной бюллетень. Там он может выбрать партию и ниже может выбрать еще кандидата от этой партии. Может просто партию указать, а может, допустим, я там 9 номер в какой-то партии, да? Он отсчитывает 9-ю клетку и 9-ю клетку помечает еще. То есть он проголосовал не только за эту партию, но и за меня. И когда будут считаться по партийным местам, будут отдавать больше, ну, кто больше голосов из кандидатов набрал, тот и будет приходить в парламент. Это очень хорошо. Почему? Потому что партийные боссы теперь не будут влиять на список. Но я думаю, все равно торговля местами в любом случае будет. Почему? Потому что одно дело, когда ты 35-й клетку там тебя отсчитывают, или когда ты номер 1 или номер 3. Да? Ну да. Вот. А вот вы меняли партии несколько раз. Вы были в Арнамысе, в СДПК, у вас своя партия АКНЕТ есть. Да. Вы в этот раз идете от какой-то партии, либо самовыдвижения? Сейчас я считаю, почему? Потому что я думал, что мы примем с закрытыми списками. Я думал, что президент будет возражать. Но, слава богу, президент, ну, то, что 21 июня у нас была июля встреча была, депутаты аргументированно действительно доказывали, что преференцированное голосование оно наиболее сейчас подходит. И президент сказал, ладно, вы вот эту часть сами решайте. Если мы готовы к этому, вы принимаете. Если не готовы, то сами подумайте. Вот. И он, в принципе, не стал давить там на депутатов, говорить, вот эта система лучше, это хорошо, очень хорошо. И мы действительно выбрали преференцированное голосование. И теперь вот надо подумать, что экономичнее, потому что я депутат, который за 11 лет работы сделал себе имя, но не сделал себе деньги. Вот. И если говорить по сборам, я всего лишь собрал 500 тысяч сомов, а это совсем ничего для выборов. Это 1/10 часть, да? Нужно сколько? Да, 1/10, это я посчитал на одномандатный округ, чтобы минимально задействовать и агитаторов, и чтобы оплачивать различных сотрудников, и еще была какая-то реклама у тебя, и дойти до каждого избирателя в своем районе. Это я так посчитал. Мы с ребятами сделали такой бюджет. Но если преференцированный, допустим, от партии, то тогда, возможно, этот расход сокращается вдвое. Почему? Потому что в партию вкладываются все, это команда. Вот. Но здесь риск может быть такой, что ты можешь просто не донабрать, и все, голосов. Вот, но это справедливо будет. Кто больше набрал, тот и стал депутатом. Это же правильно. Да. А как долго вы будете решать? То есть вы пойдете от партии, либо самовыдвиженцев? Я думаю, 2 недели сейчас и все решится. Почему? Потому что это все вопросы денег. Что касается, вот вы задали, вот вы поменяли партию, многие меняют, и я вам скажу, уже не надо считать это зазорно, вот как раньше. Мы не в советское время живем, чтобы вот быть постоянно коммунистом. Мы не в советское время живем или не в какой-то устойчивой стране, где есть либо республиканцы и демократы, 2 партии. Мы живем в той стране, где миллион этих партий, и партия, что это такое партия? Это название юридического лица, все. Но это еще организационно-правовая форма, и это некоммерческая организация, у нее есть свои ограничения. И то, что она, например, не может зарабатывать деньги. Нет, люди почему? Источники финансирования другие. Почему люди говорят, почему ты переходишь из одной партии в другую партию, да, там? Потому что у них искаженное представление, что у партии должна быть идеология, она не искаженная, она правильно представлена. Но у нас партии неустойчивы, у нас партии, даже если имеет идеологию, то оно наспех написанное, на скорую руку, да, кем-то там пригласили консультанта, он раз сел, так, вашу страну надо вот так развивать, так надо развивать. И написал, да, вот, понимаете, это и есть программа партии. А вот вы... Поэтому надо гражданам объяснять, слушайте, какая вам разница, что в парламенте ППП или СДП или НКП, там, я не знаю, какая-то партия. Какая разница? Любая партия, которая представила вам программу, она в любом случае ее соблюдать не будет.
Главное, какие люди в этом парламенте. Если он компетентный, если он не тупой, то он будет защищать гражданина. Если он тупой, и он, никакая ему программа не поможет, ни партийная, никакая. Ты его ум не исправишь, понимаете? Вы его умнее не сделаете. Если он тупой, он будет приходить говорить о халяльных процентах. Все, ничего с этим не поделаешь. Ну, тогда, то есть здесь в данном случае уже культ личности, а не формы, да? То есть не партии, а самое главное люди, я вам которые так в этой скажу. партии. Даже в Америке, вот я знаю, что вот сколько я там общался, тоже и в европейских странах, люди, конечно, выбирают, ну, допустим, исходя из своих финансовых возможностей, допустим, республиканцы, они, естественно, там больше, ну, как финансово, Самодостаточнее. самодостаточные люди, да, они считают, что налоги для богатых должны быть ниже, да, это идеология партии. И они, даже когда среди, вот, делают рейтинг, они обращают внимание на личность. Вот. Так что вот так вот. Но Иногда вот говоря о республиканцы личностях- своего даже не поддерживают. Вы это знаете прекрасно. Да, Дастан, вот говоря о личностях, вы последнее время поддерживали активно партию «Реформа». О, Вы не станете это отрицать? нет, что значит поддерживаю? Ну, Я то есть вы в своих социальных сетях, на постах писали. на то есть- Бишкекской городской кинеш, Да. когда они шли 11 апреля, Мгм. я поддержал, потому что я им предложил 2 кандидатов, которые набрали первые места. Хорошо. Вот. То есть мы все знаем, что лидером этой партии является Клара Сорункулова. Да. При этом в 2015 году вы голосовали за ее отставку с позиции судьи Конституционной палаты. То есть ваше мнение в отношении этого человека поменялось? Мы с Кларой Сорункуловой все проблемы порешали. Слава богу, у нас Порешали? никаких обид Мгм. нет. Вы знаете, в политике не должно быть там вот обиделся и забыл, да, там все, Мгм. заплакал, да, там. Если ты будешь таким, ты будешь я не знаю, там, похоронен в политике в первые же дни. Ты не должен обижаться. Ну, речь идет о толстокожести или о чем? Да нет, говорите? какая толстокожесть? Ну, что не обижаться. Понимаете, там была такая другая ситуация. Сейчас это опять ворошить, ну, смысла в этом нет. Мы, главное, Ну, друг к тому, друга поняли. ну, к тому, что у вас сейчас другие взаимоотношения. Да, конечно, конечно. Безусловно, нормальные, хорошие человеческие отношения. Мгм. Вот возвращаясь к теме краудфандинга, о том, что вы сказали, что собрали 500 000, и, возможно, представим ситуацию, что вы идете самовыдвиженцем, либо, то есть вы поймете, что этих денег недостаточно. Нет, я сейчас что делаю? Я знаю, что, ну, просто если я буду заниматься вот так краундфандингом, Мгм. я их никогда не соберу, эти деньги. И реформа, которая 5 миллионов собрала, Мгм. ну, на самом деле она собрала, ну, ладно, не будем рассказывать. Окей. Я сейчас звоню своим друзьям. И вот я помню, читал книгу Арнольда Шварценеггера, когда он в 2005 году выдвигался в качестве губернатора. Он говорил, так стыдно звонить и каждого говорит, дайте мне денег. Мгм. Вот у меня, например, сейчас такая ситуация. Но у него окружение было Голливуд там, и так далее. У меня друзья простые. Я каждому звоню, говорю, слушай, ну вот смотри, ты говоришь мне постоянно, что такие, как я, должен быть там в парламенте. Мгм. Ну помоги по возможности. 5, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. Я знаю, кто как зарабатывает, примерно из своих друзей. Я их прошу, ну дай 100 тысяч сумму, без обязательств. Мгм. Чтобы ты мне не подвязывал, чтобы ты потом не говорил, сделай так, сделай это. То есть, Вот. чтобы пожертвования вам сделали, Да, правильно? Не вот, займы дали. Да, вот Мгм. чем я и сейчас занимаюсь. Я им не смогу отдать, даже в случае выигрыша. Понимаете, если я им буду говорить, что я вам верну, вот выиграю, я вам верну, я тогда должен воровать тогда. Мгм, мгм. А как ты за счет зарплаты отдашь? А вот если вам не хватит денег, которые вы соберете с помощью даже друзей, пожертвований, вы Может все равно не хватить. пойдете в парламент? Ну, надо попробовать, понимаете? Попробовать. Попробовать надо. Не то, что попробовать. Это не будет у меня так попробовать, как у некоторых партий, да, там. Это как? И иллюзией занимаются, да, там. Я буду каждого сам обходить, если на то пойдет. Я готов 24 часа там ходить, да, мне это не составляет труда. Я сейчас являюсь, вот некоторые депутаты думают, вот, ну, там, условно, там, 2 месяца поработали депутатами, они уже себя важным чувствуют, так уже, знаете, высокомерно на людей там смотрят, как-то там, эй, подойди, там, так к другому кому-то обращается, да, там. Я, проработав 11 лет, я всегда вот эту
ерунду убираю, Мгм. я не чувствую себя при должности. Я звоню гражданам, обычным гражданам, я их поздравляю с днем рождения. Я стараюсь ходить к ним в гости, да, если у меня есть время. Я стараюсь побольше уделять время. Мне любой гражданин может позвонить по телефону, по WhatsApp, я с ними разговариваю. Вот. Здорово. Э, Вот учитывая то, что ранее вы сказали про то, что парламент становится нотариусом, и что у нас авторитарная страна, Нафиг вы все туда равно, идете, вы да? все равно хотите идти в парламент? Зачем? Слушайте, вы хотите знать вообще, что у нас принимается, какие законы? Знать изнутри? Или... Вот вообще, какой процесс происходит? Ну, законотворческий процесс мне известен. Я Ну, думаю, что я знаю регламент Джугуркеш. Нет, я не Или про вы о чём? регламент. Ну, какой регламент? Но, вот. Вы же хотите знать, какие принимаются решения, Да, да? Вы же хотите хоть как-то повлиять на принятие решения, да? хоть как-то. Да, хоть как-то. Хотите иметь же хотя бы потенциальную возможность такую? Мгм. Тогда это я, понимаете? Я вас уже убеждаю, чтобы вы за меня проголосовали. Нет, я вам серьезно говорю. Почему? Потому что даже если я не пройду, я себя не хвалю. У меня минусов, как у человека, тоже очень много. У меня там характер может где-то быть не такой, еще что-то там Мгм. капризный и так далее. Я просто говорю как именно рабочего человека. Я бы хотел, чтобы в парламенте были такие депутаты, как я. Почему? Я бы хотел, чтобы он в телеграм-канале рассказывал, какие принимаются законопроекты, что происходит сегодня, о чем договорились, что получилось, что не получилось, Мгм. какие предложения внесли. Мне хотелось бы это читать. Мне бы Мгм. хотелось Как избирателю, знать. Да, да. гражданину. Я понимаю, что у многих избирателей потребность не такая. У многих избирателей потребность немножко другая. Она финансовая, материальная. Но все-таки хочется знать, что вот там есть человек, который может там сказать: слушайте, вы, вот эту вот ерунду давайте не будем пропихивать, да? То есть вы планируете дальше поднимать Нет, вопросы я хотел бы, ваши? чтобы кто-то читал, да, там эти законопроекты, потому что многие не читают. Многие Мгм. не читают. То есть вы хотите, чтобы вы дальше продолжали свою работу, поднимать важные для общества вопросы и просвещать Ну, их? у меня это хорошо пока получается. Но если я не пройду, это же все-таки зависит от граждан, правильно же? Да, да. Если я не пройду, я найду себе занятие. Да, об этом мы как раз чуть позже поговорим, потому что очень интересно, чем вы будете заниматься, если бы или бы занимались, если бы не были депутатом. По поводу законопроектов, о ваших законопроектах. Если я не ошибаюсь, за весь период своего депутатства вы инициировали 99 законопроектов, и 18 из них были подписаны, что тоже весьма недурно, хорошо. При этом вот в прошлом году, когда был период экономического кризиса, усугубленный коронавирусной инфекцией, вам не кажется, что вы сфокусировались на таких быстрых победах? Например, вы предложили декриминализацию марихуаны. И это воспринялось, конечно, неоднозначно в нашем обществе, но тем не менее, что это был один из таких известных ваших законопроектов. Вот какими законопроектами, если серьезно, вы гордитесь больше всего? Если по законопроектам брать, то это инклюзивное образование, Мгм. это увеличение акцизного налога на табачные сигареты, Мгм. это электронное обращение в адрес государственных и местных органов власти. Мгм. Это в 2014 году еще, и только тогда начали на почту уже отвечать, хотя бы, хоть Да. криво, хоть как-то это все началось. Это ряд законопроектов, связанных с правами лиц с инвалидностью. Если вот детализировать, ну условно, я сейчас вот один из примеров просто сразу скажу. Возможность подписывать документы незрячими с помощью факсимилье, Мгм. сурдоперевод, избирательное законодательство. Мы вообще, вот на самом деле, оно очень у нас инклюзивное для лиц с инвалидностью. Мгм. Да. Даже в странах СНГ не везде такое есть. Мгм. Это принятие Марракешского соглашения, которое позволяет, не нарушая авторских прав, любое произведение переводить там шрифтом Брайля, либо аудиокниги. То есть доступ мы сделали Мгм. Мгм. к таким произведениям. Я могу перечислять и перечислять. И вот, допустим, именные номера, уникальные номера, автономера, я говорю, Мгм, это мгм. дало порядка 100 миллионов сомов. Раньше перечислял в бюджет. Я не знаю сейчас за 2021 год как будет. Мгм. Мгм. Вот. То есть Немало, немало, да? нет. Да. На самом деле, вот так если вспоминать, много чего есть.
Да, да, я тоже, когда ознакомились, ну, впечатляет, на самом Я деле. еще помимо просто вот законопроекта, инициирования законопроектов, я даю, вот это не дадут соврать, сотрудники Джогуркиниш, я много даю предложений к законопроектам. Вот. Не все я из них публикую, но некоторые я публикую на своем сайте bikeshev.eg. Я не всегда их публикую в Facebook, потому что этот контент такой непотребляемый, но вот некоторые вещи я публикую. Да. Даже вот по выборам, вот последнюю я внес ряд изменений, но, к сожалению, не прошли по средствам массовой информации, зато прошли, допустим, я хочу, чтобы у нас подкуп голосов, он значительно сократился. Я внес предложение, чтобы у нас был безналичный расчет только. Любые деньги в штабе, это должно считаться уже подкупом. И ограничение количества агитаторов. То есть у одномандатников не более 500, у партии и кандидатов в президент не более 10 тысяч. Все. Вот. Я предлагал 5 тысяч, но депутаты увеличили до 10 тысяч. Вот. Ну, то есть уже какие-то ограничения, это хоть немного сократит вот эти вещи. Да. Ну. Интересно. Вот говоря о вашем Твиттере, то есть вы его очень активно ведете и становитесь источником информации для Я как многих. этот ньюсмейкер, да? Да, ньюсмейкер, да, opinion-мейкер Меня иногда тоже. журналисты обвиняют, знаете, вот в том, что почему ты эту новость не рассказал. Слушайте, я депутат, у меня нету обязанности новости рассказывать вам. Я не какая-то пресс-служба Джогурку Кинеша, да? И иногда вот из-за того, что вот я часто много рассказываю, на меня возлагают уже такие обязательства, что я обязан рассказывать. Я обязан рассказывать о своей работе, но все подряд ты тоже не обязан рассказывать. Вот один из ваших твитов был про то, что вы предлагаете закрыть газету «Слово Кыргызстана», поскольку их никто не читает. А почему вы не предложили, например, изменить редакционную политику в таких организациях и вообще на общественных телерадиоканалах, которые работают на наши деньги? Это бессмысленно. Что бессмысленно? Менять редакционную политику. На Она КТРК? все равно будет, раз оно существует за счет государственного бюджета, она будет подчиняться и будет меняться редакционная политика. Завтра позвонит администрация президента и скажет: меня не волнует, что вы там для детей передачи показываете. Вы давайте вот это обращение президента, чтобы в 8:00 показали. Все. Куда они денутся? Ну, Покажут. Да, хорошо. Даже но- если это там детский, я не знаю, контент, да, там будет. Покажут, ну согласитесь. А мы с этим должны мириться? Нет, поэтому надо продать. Продать? Продать. Надо тот же слово Кыргызстана продать. Зачем он нужен? Ну хорошо, если от слова Кыргызстана это печатное издание с ограниченным тиражом, то телевидение, например, КТРК, ОТРК, да? Что? ОТРК тоже предлагаете продать? А что будет? Ну, продать надо его. И что будет? Что, какая-то проблема? Что Не, я произойдет? к тому, что, ну вот даже тот пример, который вы сейчас привели, звонит там главному редактору с Да. администрации президента, говорит, публикуйте этот контент. Да. Если это будет частная организация, у них будет возможность сказать нет? Либо это будет какая-нибудь другая платная Это уже их платный будет эфир? выбор. Это будет их выбор. Они могут сказать: слушайте, вы заплатите, мы опубликуем, проблем нет. Ну вот, то есть одно из решений вы предлагаете это все-таки передача в частные руки общественных телерадиоорганизаций? Я считаю, да. Я В частные считаю, да. руки даже. В частные руки даже надо отдать. Понимаете, в европейских странах есть общественные каналы, реально общественные, которые существуют за счет там граждан. Да. То есть как гражданин там по 3 евро или по евро кидает для того, чтобы существовал этот телеканал. И реально журналисты независимые. Мгм. Действительно, там можно сказать, журналисты независимые, потому что они существуют благодаря гражданам. А если СМИ финансируются из госбюджета, такое оно независимое. Оно не может быть независимым. Мгм. Ну, это очень тоже грустно, что все-таки госпропаганда, она перевешивает интересы общественного интереса, публичного интереса, когда какие-то важные вопросы, которые происходят, они не озвучиваются. Например, мирные митинги, которые проходили по различным вопросам, их госканалы совершенно не освещали. Хотя там много людей собиралось, и они поднимали важный вопрос. Руководству важно показать, что в стране все тихо и все хорошо, и все делается благодаря им. Все хорошее, а все плохое это благодаря геям и вот разным НПОшникам. И опять-таки, еще раз повторюсь, и мы разве с этим должны мириться? Нет, никто не говорит о том, Ну что вот, нужно надо мириться. же что-то менять. же. Я вам не Надо говорю, же что-то я вам менять. абсолютно не говорю, что надо с этим мириться. Я вам просто говорю, как
констатация фактов. Вот. Ну вот констатация факта. А что дальше? То есть, опять-таки, вот эта констатация факта, она не устраивает определенную группу лиц, которые могут сделать значительный вклад в общество, в развитие Мне общества. ваша передача нравится тем, что вот мы с вами обсуждаем, Мгм. и, возможно, ну, я не говорю, что вот просмотрит условно 100 человек, и, возможно, благодаря нашему общению 15 из них, из 100, 15 хотя бы критически начнут мыслить. Вот. И которые начнут понимать, оказывается, не все черное, не все белое. Конечно, палитра Вот. всегда широкая. Вот. Поэтому, конечно, я же не просто констатирую факты, я же вам рассказываю, что, как. Ну да, то есть, но при этом вот эта грань цинизма, она же все-таки есть, да, то есть сказать все плохо, это одно, Нет, а что-то Нет, предложить нет, же нет, стоит нет, тоже. Нет, я же предлагаю. Если бы я просто говорил бы, да, все плохо, я просто сидел бы, вот как многие мои коллеги делают, они подточили свое ораторское мастерство, а письмо написать даже, ни единого письма написать не могут самостоятельно. Я бы сидел бы и там, ля-ля-ля-ля-ля, и все плохо, все там сволочи и так далее. Но я же так не делаю. Допустим, я в закон о республиканском бюджете постоянно, методично, упорно, систематично, несмотря на то, что каждый год это предложение отклоняли, Мгм. я вношу, чтобы сократились расходы на государственные средства массовой информации. Ну что такое? 700 миллионов сомов мы тратим на государственные средства массовой информации. Мгм. Вот. Это И непомерно я много. причем перечисляю, какие СМИ, сколько там на них уходит денег. И это в бюджетный комитет ношу, там хорошо обсуждают, яро так потеет, потом кто-то, видимо, там звонит, и все, и опять. Да. У вас еще был один такой твит неоднозначный во время октябрьских событий, точнее, после октябрьских событий прошлого года, когда прошли выборы в Республике Беларусь, и вы сказали, что пора закручивать гайки для любящих поиграть в западную демократию, проигравших жалеют, с победителями идут. Это суровая реальность. Это вот тоже в копилку того, как вы рассуждаете, что что-то плохо, что-то нет, и точка? Ну да, да. А что, я же не говорю, что это хорошо. Это суровая реальность. Вы ничего с этим, вы можете это критиковать, вы можете называть, обзывать кого как угодно, но это есть, и ничего вы с этим не поделаете сегодня. А вот почему вы опубликовали этот твит как раз-таки Который после вызвал- октябрьских событий? Нет, ну это никак не связано с нашими. Вы думаете, я хочу, чтобы у нас такая реальность была? Ни в коем Но случае. я надеюсь, что не хотите. Я, как человек, который свободомыслящий, ни в коем случае не согласился бы на то, чтобы у нас такое было. Но, к сожалению, мы к этому тоже идем. Вот. И я просто таким образом констатирую тот же факт, а некоторые подумали, что я там приветствую такую вещь. Вы не проявляли тем самым какую-то солидарность с Нет, режимом? Нет. Какое-то... Ну как можно проявлять солидарность с режимом, когда все государство подчинено на обслуживание одного человека? Ну вот опять-таки, когда в октябре люди вышли на улицы, то есть вы очень много хороших вещей говорили, ваши слова вселяли надежду, то есть много было светлых сторон. При этом появляется через пару дней буквально, да, Слушайте, такой пост. давайте так. Вот мы живем в демократической... Нет. Уже противоречиво, да, рассуждаете? Мы живем в самой счастливой стране на свете, да? Да. Вот, А как кто помните, нас наша видит, Раша, тот да? нас завидует, Да, вот. Но давайте так, вот смотрите. Я же имею право высказывать мнение. Имеете. Имею констатировать факты. Право. А вы публичная фигура? Публичная фигура. Публичная. А Да. ваши действия, слова могут повлиять на других людей? Могут. Могут. Теперь Поэтому смотрите, как эти слова могут повлиять на людей. момент публикации этих слов, Нет. он весьма Нет. опасный. Нет. Он же, это ретвит был просто. Ты же ретвитишь там новость, он касается вообще другого контекста. Он не касается Не контекста похож на Кыргызстана. ретвит. Нет. Мгм. Нет. Поэтому я вам говорю, в этом, то, что я выразил свое мнение, а то мы сейчас дойдем, вот как вот сейчас в Америке за каждое мнение уже начинают осуждать, хотя сами они называют там себя демократами, да, там. Вот. Да, И но это не колыбель есть хорошо. демократии себя они называют. Да. Но при этом разные там силы Каждый есть. говорит и о плюрализме мнений нацпаты. там в Америке, но пытается заткнуть другого, да? Это тоже нехорошо же. Да, там, можно тоже на эту тему долго говорить Да. по поводу, насколько там некоторые моменты иррациональные развиваются. Ну да, но и все-таки вот каких
вы политических взглядов придерживаетесь в целом? То есть мы сейчас с вами поговорили и частично о демократии, авторитарном режиме. Вы сами каких взглядов придерживаетесь? Что Не надо? авторитарных. Не однозначно. авторитарных. Нет, А каких нет, тогда? Нет, демократических взглядов. Я все-таки за то, чтобы власть не забирала свободу у граждан. Мгм. Но если даже мы допускаем сужение свободы, то мы должны сделать как в Риме тогда. Как было раньше, давным-давно. Мгм. Если пришел какой-нибудь авторитарный человек, мы ему даем 1 год на улучшение жизни, и если он с этой задачей не справился, то каждый обязан просто скинуть его с этого места путем, хоть любым путем, обязан. А вот если бы мы так прописали бы в Конституции, я бы это поддержал. Понимаете, не вправе, а обязан. И вот тогда... А кто будет это судить? Ага. Опять-таки, а судьи кто? И если условно Не, подговорить нет, этих нет. людей сбросить также вас через год, эта же система может и... ну, она очень опасная и кровожадная. Ну, а что сделаешь? Понимаете, граждане могут сказать: слушай, ты плохо работаешь, и мы тебя сегодня свергаем. А у нас, у граждан нету такого выбора или такого. Ну вот под гражданами вы кого подразумеваете? Потому что это может быть и олигархическая группа, они скажут, мы граждане. А может быть и какая-нибудь маргинальная группа, они тоже скажут, мы граждане. То есть кто будет решать, за кого убирать, Не, кого ну не можно же убирать? критерии выставить работы. Можно, Можно. но это тоже довольно абстрактно. То есть, Ну, понимаете, мы сейчас, да, это, к сожалению, нереализуемо в жизни сейчас, мгм. по крайней мере, потому что жизнь на самом деле усложнилась. Вот. Но в целом я, если мы опять возвращаемся к тому вопросу, то Мгм. я все-таки сторонник демократии. Я Ясно. сторонник демократии, но я не всегда сторонник либеральных подходов в экономике. Вот. М, мгм. Хоть я и демократ, но я не сторонник, вот, допустим, все и вся отдать на как бы по руки рынка, да, свободного рынка. Ты не можешь это делать в бедной стране, Пока она бедная, пока она бедная. да. Да. Мгм. Когда она уже станет самодостаточной, вот тогда уже рынок может регулировать там многие вещи. Мгм. Да. Вот давайте поговорим чуть о личном. Вот чем бы вы занимались, если бы не были депутатом Джугурту-Кенеша последние 11 лет? Ну, это же как из области гадания же. Ну да, но вот вы же себя знаете. То есть вы знаете, что с вами было условно 12 лет назад, какие у вас были планы, что вы Я хотели. планировал стать депутатом. 12 И я лет им назад? стал. Не 12 лет назад. Я планирую это в 10 классе. О, как мило. Серьезно, не, без шуток. Мгм. И у меня был такой период жизни, когда в 2007-2008 году я ходил к Динаре Молдошевой. Она была тогда депутатом от партии Акджол. Мгм. Я работал в Министерстве экономики. Я готовил один документ, я приходил к ней. И я тогда зашел поинтересоваться вообще, нет ли у них работы в Джугурту-Кенеше, в аппарате, могу ли я туда устроиться. И я тогда, ну, как бы, мне место, естественно, не нашли, но спросили, а вообще кем бы я хотел бы стать? Мгм. Ну, вот в будущем, что я планирую этим заняться. Я сказал, придет время, когда я сюда приду в качестве депутата. М. Ну, посмеялись бакешки и забыли. А я и от одного из них знаю, и вот периодически напоминаю об этом. Надо же, да, как сложилось. Вот так вот. Ну да, здорово. А вот ваши жизненные ценности, они в чем заключаются? Что для вас действительно важно? Для меня, я знаю, что все исчезнет, и померкнет, забудется, все то, что ты делал, это все превратится в ноль. Но я знаю, что в этой жизни нужно, как вот в бухгалтерии, собирать такой баланс. Ты можешь, да, у тебя есть право на какие-то грехи, там, грешки. Ты не можешь быть идеальным. Мы все люди, идеальных людей вообще в мире нет. Ну, за исключением детей до 5 лет, наверное. Вот. Все Ну, дети... кто-то с вами может поспорить. И все наши мамы, они идеальные, Мгм. вот, для нас лично, да, вот, а дети, ну, они идеальные, вот, по крайней мере, они никаких грехов не делают. И я понимаю, что я тоже в каких-то вещах слаб, где-то делаю не очень правильно, но я думаю, что нужно собирать побольше добрых дел. Мгм. Это все то, что ты, может быть, как-то унесешь с собой
Не в виде материальных каких-то вещей, а это как в бухгалтерии баланс. Ты делаешь какое-то зло, ты раз сводишь опять актив с пассивом, да, пассив это твое зло, вот это вот, да, актив это твое добро, и ты должен побольше этого добра делать. Ну, конечно, можно вспомнить там Шапокляк, которая пела, да, кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами и прославиться нельзя. Вот, можно это вспомнить. Это на самом деле так и есть. Я в жизни очень много такое встречал, и причем встречал от своих же братьев по несчастью, когда ты им помогаешь, и потом они говорят, ты у нас еще украл, ты у нас это. Мне просто иногда раньше это возмущало, сейчас я уже как-то безразлично отношусь, я уже как-то привык к этому. Вот. Но все равно, несмотря на это, надо помогать и тут же забывать, что ты помог человеку. Все. Вот. Или сделал какое-то доброе дело. Если бы у меня вот этого принципа не было бы, поверьте, за 11 лет я бы стал бы олигархом. Вот став депутатом, я бы мог зарабатывать как? Зарабатывать в кавычках, я говорю. Носить какие-нибудь резюме, кого-то куда-то устраивать за 5 тысяч, за 10 тысяч долларов, там еще что-то, голосовать, ну, не знаю, за голосование, может, дают, не дают, но Бог просто знает, да, там. С кем-то ходить договариваться, там, инициировать законопроекты, там, за деньги, еще что-то. Какое-нибудь там письмо, вот раньше я слышал, что некоторые писали письма, это раньше была такая возможность в 5-м созыве. Лично я таких депутатов не знаю, но мне рассказывали, что писали письма, чтобы, ходатайство в суд, чтобы его под домашний арест отпустили. Да, там. Вот, за это тоже берут денежки, ну, да? говорят, брали, да, за это деньги. То есть вот этими всеми вещами я мог заниматься, и поверьте, тогда про Дастана Бекешева говорили бы как, да, богатый сволочь, вот, ненавидели бы, но когда были бы выборы, все ко мне приходили бы, я бы им платил деньги, и они бы какое-то время любили бы меня. Понимаете? Но это же любовь за деньги. Любовь за деньги? А что вы думаете? Вот к несчастью нашему, к нашему несчастью, у нас выборы в это и превратились. Любовь за деньги. Сперва деньги берут, голосуют, а после уже ненавидят. Ну, это, собственно, как с девушками коммерческого секса. Вот. Ну, не знаю, насколько можем ли мы говорить, что они потом ненавидят, да? Ненавидят. Нет, журналисты то же самое, поверьте, блогеры, все так же. Они берут все деньги, они знают, что это вор. Прекрасно знают, что это вор, знают, что это партия воров, жуликов, там, да, коррупционеров, они прекрасно все это знают. Но делают вид, что типа они не знают там. И потом они для себя еще говорят, ну зарабатывать же надо как-то. Не я, так другой же заработает. Понимаете? Но, а потом они осуждают. В стране все плохо. Вот. Ну, слушай, дорогой, ты взял деньги, ты сам способствовал этому. Все, не плачь, терпи. Да, суровая реальность. Вот, о чем я и говорю. А вы говорите плохо констатировать факт. Может Нет, быть... почему неплохо? Это отрезвляет, но с другой стороны, если мы критикуем, то мы все-таки должны И что-то вот предложить. За 11 лет я мог бы этим заниматься и сейчас не думать даже, как Но вы бы об этом собрать... сожалеете разве? Нет, не сожалею. Нет, не сожалеете? Нет, потому что у меня... Я вам почему это говорю? Потому что у меня принципы другие. Если бы у меня вот этих внутри вот этого принципа не было бы, я бы ездил бы на личном авто. А у меня действительно личного авто до сих пор нет. Вот завтра буквально я уже отдаю служебную машину. Вот сейчас для меня задача найти водителя с машиной, да, и уже сейчас думаю. А почему вы завтра даете? Ну, потому что отпуск плюс потом уже выбор, а это будет использование административного ресурса, нельзя же. Понятно. Всё, То есть вы завтра вот выходите в пятницу, да? Ну, по идее. Пятница последний день завтра? По идее, да. Неясно. Спасибо, Дастан. Мы хотим завершить наше интервью блиц-опросом. Мы собрали 10 вопросов, которые мы собрали в социальных сетях и от наших друзей, знакомых, которые они хотели бы задать вам. Я прошу вас ответить на них максимально односложно. Если вы что-то посчитаете нужным углубиться в деталях, то давайте. Итак, первый вопрос. Вы неугодный человек для власти? Наверное, да. Вас и вашего брата обвиняют в причастности к ОПГ. Это правда? К ОПГ? Я вообще первый раз это слышу. Я всегда против ОПГ выступал. Мне даже оттуда приветы приходили. Такой вопрос. Такой вопрос. Странный вопрос.
А ответ будет на этот странный вопрос? Я абсолютно ни в коем мере не причастен с ОПГ. И дело в том, что я всегда таким людям говорю, будь я президентом, 24 часа только я бы дал бы, чтобы они успели вывести свои вещи и свою семью. Все, не успел, будешь сидеть надолго и будешь не как смотрящий сидеть, а будешь сидеть у параж. Мгм. На их языке, да? Ясно. Смог в Бишкеке – это вопрос первостепенной важности? Да, потому что это здоровье. Мгм. Есть ли в планах баллотироваться в президенты? Нет. При каком президенте было бы лучше жить? Если сейчас брать президентов, Да, которые у нас были, да. ох, сложный вопрос. Постарайтесь ответить. Ну, я думаю, что при Атамбаеве было более стабильнее. До какого года? Я думаю, до того, как у него уже там совсем не пошло, до 16-го года. До наверное, 16-го да. года. Мгм. Сколько получает депутат парламента? Все по-разному. Все по-разному, но есть же какая-то ставка, оклад Оклад 25 тысяч. 25 тысяч, и сверху И уже сверху что-то там добавляется. идут Да? научные звания, чины, стажи. Вот. Мгм. Это правда, что отпускные депутатов это 200-300 тысяч? Я вот помню этот фейк от Масалиева. Я не знаю, может, он получал за то, что у него там чинов очень много, еще что-то, но я таких отпускных лично я не получал. Мгм. Назовите 3 ваших любимых книги. 3 любимые книги. У меня очень много любимых книг. Вот. Мне очень сложно сейчас выбрать 3 именно любимых Ну, книги. какие первые в голову пришли тогда? Ну вот я последнее, что я прочитал, это Фил Найт, «Продавец обуви». Обуви. Очень классная Nike, да? книга, да, про компанию Nike. Мгм. Советую ее почитать. И я посоветовал бы почитать книги Робина Шарма, если хотите немножко помотивировать себя, зажечь. Там, Мгм. вот. Я иногда такими тоже книгами увлекаюсь. И если брать из... что еще? Что такого бы? Арнольда посоветовать? Шварценеггера будете советовать? или нет? Ну, в принципе, почему нет? Можно его тоже почитать, Арнольд Шварценеггер. Мгм, Да. мгм. Зачем вам ТикТок? Вы там очень популярны. ТикТок очень хорошая платформа, где можно просто поюморить. Это же классно, это прикольно. Вот. Ясно. Примером каких политиков вы вдохновляетесь? Примеров каких? Ну, не наших, наверное, больше всего. Ну, это какие? М. Хм. Трудный вопрос. То есть те политики, которые живы, не живы, в других странах. Не, мне вот вдохновляет там Ли Куан Ю. Да? Мгм. Вот. Авторитарный режим, да. Ну, лучше такой Который- авторитарный режим, чем как у нас. А кто еще? Как вы относитесь к другим, там, к Нельсону Мандело, к Маргарет Тэтчер? Не, Нельсон Мандела там не все однозначно. Дело в том, что я был в ЮАР. Мгм. И в книгах могут же хвалить политиков, могут проклинать, а лучше убедиться самому. Но давайте из ближайших нам, вот Михаил Саакашвили сделал же. Мгм. Вот. Так, Михаил Саакашвили, Да. хорошо, Ли Куан Ю и Да. еще кто? Так, это я просто из живых, да, сказал? Да. Кто еще? Кто еще? Ох, М, Ну, Хотите называть кого-нибудь из э, Советского Союза? из Советского Союза? Сталина, что ли? Нет. Не Австрийский премьер-министр Курц, который в 27 лет стал премьер-министром, не имея высшего образования. Мгм. Здорово, да. Хорошо, спасибо большое, Достан, за Спасибо что вам. нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Может быть, не самые приятные какая-то часть из этих вопросов была. Нет, нормально. Спасибо. Мы беседовали с депутатом Джекурка-Кенеша Достаном Бекешевым. С вами была Фатима Якубаева, юрист проекта «В рамках закона». Подписывайтесь на нашу страницу и следите за всеми новостями, размещенными на нашей странице и на наших партнеров Баштан Башта. Пока-пока.